Включите нас чуть-чуть погромче, в прямом эфире новостя. У микрофона Макар Марковкин. И Степан Сундуков, здрасте. У вертолет лопастя, а у нас последние новостя. Международные новостя. 8 стран-членов Евросоюза подписали письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором выразили несогласие с газовым проектом «Северный поток-2». Видимо, в этих 8 странах пока еще есть лес. В письме говорится, цитирую, «Проект может нести определенные риски для энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе». А знаешь, в чем риск? В чем? Хоть газ и будет стабильно поступать, но они каждый день будут ждать подвоха от России. А это же и риск нервного срыва. По мнению обратившихся, проект существенно повлияет на модель транзита газа в регионе, в первую очередь на транзитный маршрут через территорию Украины. Я даже больше скажу. Транзитный маршрут через Украину поменяется так, что он будет не через Украину. Российские новости. Глава Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко рассказал о том, что интернет в России развивается и, несмотря на кризис, продолжает рост. Ну, это хорошо. Если только кризис продолжается не из-за того, что растет интернет. Плуготаренко отметил, что интернет-отрасль в стране развилась сама собой и требует минимального соучастия государства. Так может и с другими отраслями так поступить? И наше государство будет первым в мире, которое, ничего не делая, подняло экономику. Хотя сейчас тоже не очень понятно, что оно делает. Плуготаренко подчеркнул, цитирую, «Интернет в России – это такое же национальное достояние, как космос, наука и балет». Видать, до «Газпрома» еще далеко. Плуготаренко совсем позабыл про все заботы. Хорошо в России интернет, без вмешательства работа. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостя.